Здравствуйте! В эфире телеканала «Милет» программа «Хаберлер. Неделя». Я Султания Истакаева, и наши корреспонденты готовы рассказать о самых актуальных событиях за последние 7 дней. Смотрите в этом выпуске. В Крыму открыли для движения дорогу Саки-Орловка. Звание сильнейшего и денежный приз. В Симферополе пройдет турнир по национальной борьбе «Куреш». 30 лет с любовью к родине. Юбилей отметил единственный в мире крымско-татарский театр. О судьбе летчика Худуса Минзаде соотечественники узнали спустя десятилетия, какой подвиг совершил сын крымско-татарского народа. В центре курортного города Евпатории открыли молельную комнату для мусульман. Глава Крыма Сергей Аксенов торжественно запустил движение по дороге Саки-Орловка. Здесь провели капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это выделили почти 770 миллионов рублей. Строительство закончили раньше срока. О качестве и объемах работ расскажет наш корреспондент Айша Шулакова. Проезд открыт. Старт дан. Глава Крыма Сергей Аксенов запускает движение по дороге Саки-Орловка после ремонта. Должны забыть, что такое плохие дороги. Право первыми проехать по уже официально открытой дороге получает колонна строительной техники. Трассу Саки-Орловка отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это из федерального бюджета выделили более 700 миллионов рублей. Протяженность дороги более 40 километров. Качество приличное, но это ремонтом, то есть прошли. Гарантийный срок службы, Сергей Васильевич, какой у нас? У нас получается по ремонту до 4 лет на верхние слои асфальта. На верхние слои асфальта. Ну, в любом случае, то есть сейчас будем смотреть, будет зоны весового контроля в 2020 году, с тем, чтобы тяжелый транспорт не продавливал эти дороги, сделаны. Ремонт дороги закончили на 2 недели раньше. На объекте полностью завершили укладку асфальта. На данный момент строители благоустраивают прилегающую территорию. Знаки дорожные тоже на завершающей стадии, до конца недели тоже все будут остановлены, так же, как и автобусные павильоны. Мы еще по автобусным павильонам тоже немного работы не закончили, хотя все они у нас в наличии, все завезены, расставлены, остался монтаж. Когда заканчиваем? Все работы будут закончены до конца этой недели. До конца этой недели? Да. В следующем году компании ВАТ и Центр Дорстрой станут едиными подрядчиками строительства и ремонта всех дорог в Крыму. В этом году по нацпроекту планируют отремонтировать более 80 километров дорог. Айша Шулакова, Аким Бекиров, телеканал «Милет». Третий всекрымский турнир по национальной борьбе «Куреш» пройдет 12 января. В ежегодных соревнованиях, которые пройдут на стадионе «Локомотив» в Симферополе, выступят около 150 спортсменов. Их поделят на весовые категории. Чемпионы каждой из них разыграют между собой 4 автомобиля и денежный приз. Общий призовой фонд составит 2 миллиона 800 тысяч рублей. На турнир допускаются участники с крымской или севастопольской регистрацией. Всех приглашаем, и участников, и гостей, посмотреть. Это будет зрелищное событие для всего полуострова. Это будет праздник. В организации турнира также будет принимать участие Министерство спорта Крыма. Со своей стороны мы готовы оказать максимальную поддержку, то, что от нас зависит, обеспечить судейство, проинформировать муниципальное образование. Напомним, что турнир проводится с 2017 года при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова и депутата Госдумы Руслана Бальбека. В прошлом году абсолютным чемпионом и обладателем пояса «Сильнейший борец» Крыма стал симферополец Элемдар Саидов. Установку памятника и присвоение имени Амитхана Султана учебному заведению. Эти и другие вопросы обсудили в Государственном комитете по делам межнациональных отношений в ходе рабочего совещания по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвященных столетию со дня рождения знаменитого летчика. В совещании приняли участие представители администрации Симферополя и руководители профильных министерств и ведомств. Председатель Госкомнадза Альберт Кангеев отметил, что в соответствии с протоколом заседания до 5 декабря администрация города Симферополя необходимо предоставить информацию по эскизу и окончательному месторасположению памятника. Надо определиться со сметным расчетом, надо определиться, будет ли спонсор участвовать или закладывать эти суммы в бюджете города. Еще очень много работы. Комнату для совершения намаза открыли в Евпатории. Сооружение расположено в городском сквере имени Соколова. Помещение передали на баланс муфтиата при содействии администрации Евпатории и депутатского корпуса. Подробности в сюжете Руслана Минаева.
В Евпатории для мусульман появилось новое место для совершения намаза. Сквер имени Соколова в центре Евпатории. Слева от меня находится городская больница, чуть дальше ЗАГС. Также в этом районе находится множество государственных учреждений. Это идеальное место для открытия молельной комнаты. Сегодня здесь совершают коллективный намаз. Помещение хоть и не новое, однако только сейчас здесь открыли молельную комнату и передали ее в пользование Духовного управления мусульман Крыма. Помогли в этом местные депутаты и администрация Евпатории. Долгое время эта дюрбе не бралась на баланс Духовным управлением мусульман Крыма, так как не знали, что с этим помещением делать. Но вот было принято решение, и Духовное управление мусульман Крыма обратилось в администрацию города для того, чтобы здесь организовать молельную комнату. Слава Всевышнему! Сегодня наша дюрбе находится в самом центре, на самом красивом и видном месте Евпатории. И мы сегодня все вместе можем совершать здесь намаз. Потому что те мусульмане, которые живущие или как не успевающие на намаз, которые находятся в Ханджуме или находятся в микрорайоне Смолбей мечети, не успевающие на намаз или уходящее время намаза, они могут прийти и совершить в этой молельной комнате. На двери в молельную комнату установлен кодовый замок. Узнать его можно у местного имама. С улицы здание находится под видеонаблюдением. В зимний период для дополнительного комфорта комнату собираются отапливать. Рассматривается вопрос электрификации этой молельной комнаты. Будет утепляться, будут выполнены теплые полы. Молельная комната в сквере Соколова – первое в городе специализированное место для совершения намаза. Теперь мусульмане, которые работают рядом, смогут ежедневно укреплять связь со Всевышним. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. Праздничным концертом свой юбилей отметил Крымско-татарский театр. Вот уже 30 лет возрожденный Центр национальной культуры активно восполняет полувековые утраты народа. Единственный национальный театр крымских татар всего лишь за 3 десятка лет объездил полмира и удостоился множества наград. Фатиме Сейдаметова побывала на торжественном вечере и готова рассказать, какие еще звания и награды получили крымско-татарские артисты. В холле звучит классическая музыка. Так гостей встречает оркестр Крымско-татарского театра. В зале очередной аншлаг. Теперь этот же оркестр в полном составе играет на сцене. Национальному театру крымских татар почти 120 лет. В его становлении большую роль сыграли такие руководители, как Дилявер Бекиров, Ильяс Бахшиш, Белял Белялов. Но в этот вечер отмечают 30-летний юбилей возрождения после полувекового трагического перерыва. Значение Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра в Крыму, в Республике Крым, очень сложно переоценить. Это уникальный театр с уникальным коллективом, репертуарной политикой, слаженностью, дружностью коллектива. То, как мы видим, сколько постановок, какие аншлаги, говорит о том, что театр всегда будет востребован. Театр сегодня очень хорошо работает. Буквально за последние 3 года количество новых пьес, спектаклей значительно увеличилось. Среди гостей ценители искусства и верные зрители. Руслан Сакаев раз в месяц обязательно посещает любимый театр. Помнит, каким это здание было 30 лет назад. В 90-е годы театр был другим внутри. Были другие кресла, другие артисты. Сейчас зал изменился. Наш театр развивается. Вместе с ним развивается и наш народ. А вот Рифат Сейтаблаев в возрожденном театре с первых дней его существования. Сегодня наш театр выполняет очень много функций. Воспитывает, восстанавливает культуру, радует и, самое главное, сохраняет наш язык, говорит актер. Я всегда горд и благодарен за то, что у меня есть возможность служить своему народу, работая в Национальном театре. Для меня это большая честь. И вот за столько лет непрерывной службы Рифат Сейтаблаев и балетмейстер Алим Белялов удостоились почетного звания «Заслуженный артист Республики Крым». Приятно, отрадно то, что в год театра вот так совпало. Мы празднуем юбилей нашего прекрасного театра с момента возрождения. И для нас, конечно, театр, все-таки культура, образование, наука – это вот те столпы, на котором держится любой народ. Не было бы легендарного возвращения в Крым, если бы не Крымско-татарский театр, убеждает председатель Госкомнатса Альберт Кангиев. Народ, который хотели уничтожить, нашел в себе силы вернуться на свою родину.
И в первую очередь благодаря тем людям, которые служат театру, которые служат искусству. Их предшественники, они сами и их последователи, я больше чем убежден, будут творить, сохранять и развивать нашу культуру и язык, и все, что связано с культурой крымско-татарского народа. Единственный в мире крымско-татарский театр гастролирует, покоряет родного иностранного зрителя, непрерывно пополняет сокровищницу наград. Сегодня кораблем сценического искусства руководит Меджидия Мильгазиева. Сегодня наш театр живет, в нем проходят такие торжественные мероприятия. Иншаллах, в будущем наш театр выйдет на более высокий уровень. Теплые слова пожеланий, благодарственные письма, цветы и подарки – свидетельство тому, что один на весь мир крымско-татарский театр – гордость целого народа, который следует по правильному пути. Телеканал «Миллет» присоединяется к поздравлениям и желает дальнейшего процветания нашим соотечественникам. Фатиме Сейдаметова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». 78 лет назад, именно в этот день летчик Худус Минзаде совершил героический подвиг. Десятилетиями его считали без вести пропавшим. Оказалось, Худус Минзаде погиб в обороне Москвы в воздушном бою. Как родные советского летчика узнали о судьбе родственника, расскажет наш корреспондент Айша Шулакова. Этот снимок я взяла из газеты, отдала фотографу, он его увеличил. Это фотография лейтенанта Худуса Минзаде. Здесь ему 23 года. Единственное, что осталось на память его племянницы Умие Османовой. О дяде помнит по рассказам матери. Летчик видел ее лишь раз в жизни. Было это весной 40-го года. Я была младенцем, когда дядя приехал в отпуск к нам в село, взял меня на руки, а потом спрашивает у мамы, почему она постоянно спит, подержит меня на руках, потом снова укладывает в люльку. Это был последний раз, когда родные видели Худуса. Началась Великая Отечественная война, и младшего лейтенанта отправили на фронт. В одном из боевых заданий его самолет был сбит в небе над Бужарово в конце ноября 1941 года. Именно здесь, в районе реки Истры, был нанесен сокрушительный удар немецко-фашистской армии, который стал одним из самых главных в битве под Москвой. Мой дядя и штурман успели выпрыгнуть с парашютами из горящего самолета в разные стороны. Штурман выжил, но моего дядю больше не видел. Долгие годы Худуса Минзаде считали без вести пропавшим. О жизни советского летчика известно мало. Родился он в 1918 году в деревне Сарабус, ныне Гвардейская под Симферополем. Работал актером в Крымско-татарском театре. В 1937-м поступил в военную школу летчиков в Севастополе, затем воевал. Последняя запись его послужной карточки: не вернулся с боевого задания. Нам даже не сообщили, что он погиб в 1941 году. В таких случаях всегда сообщали телеграммой, но нам ничего не отправили. Спустя 70 лет после падения самолета поисковики смогли найти его останки. Благодаря фотографии из архива. По ней определили местность, где произошло крушение. Родную племянницу Худуса Минзаде смогли найти уже сотрудники Крымско-татарского музея и культурно-исторического наследия. Теперь имя крымского героя увековечено под Москвой. Там на месте падения самолета открыли памятник советским летчикам. На обелиске высечены имена лейтенанта Худуса Минзаде и штурмана Ивана Брызгачева. На открытие памятника приехали родственники племянницы Ивана Брызгачева из Рязанской области и Худуса Минзаде из Крыма. Там действительно само место, жители вот этой деревни Бужарова, они все так активно на это все отреагировали. Да, спасибо им Было большое, спасибо. Очень проведено такое грандиозное мероприятие, связанное с этим. И такое ощущение было, что вот эти два летчика, которые погибли там, они были для всех родными, не только для нас и для родственников Брызгачева. Останки летчика Худуса Минзаде до сих пор не найдены. Поисковые работы продолжаются. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет». В преддверии холодов крымские водители переходят на зимнюю резину. Сколько стоит сменить комплект покрышек, какой лучше выбрать и отличаются ли отечественные шины от импортных аналогов? Ответы в сюжете Альмаса Блакимовой. Одно за другим Азиз Вилулаев снимает колеса автомобиля, проверяет на наличие повреждений и меняет летнюю резину на зимнюю. Даже на общение с журналистами времени мало. Ежедневно переобуть свой автомобиль приезжает до 30 человек. На работу уходит от 15 минут до получаса. Цена средняя. 600 рублей старт, наверное. От чего зависит? От размера колес. С приближением зимы ответственные водители переходят на зимнюю резину. Мы переобулись, но вы понимаете, крымские условия ведь какие. Холода уже начались, уже я думаю, что будем уже
менять. Нет, еще нет, но в ближайшие дни планирую. При минусовой температуре летняя шина теряет эластичность. Выбирают новый комплект покрышек очень тщательно. Вот у нас здесь шипованная и фрикционная резина. Ее чаще в народе называют просто липучкой. Ее предпочитают крымские автолюбители. И цена у них разнится где-то от 3,5 до 5000 рублей. Основное отличие зимних шин от летних в качестве резиновой смеси. Даже на легком морозе летняя резина начинает скользить. Колеса пробуксовывают и машину заносит на поворотах. Средняя цена колеса начинается примерно от 2000. Популярны больше шины для гололеда, так как у нас погода непредсказуемая. Одного комплекта покрышек в крымских условиях хватает примерно на 2-3 сезона. Сейчас многие клиенты обращают внимание на страну производства и дату производства. Но с уверенностью можно сказать, что шины, произведенные в России, ничем не хуже, даже может быть и лучше импортных аналогов. Штраф за непереход на зимнюю резину законодательством не предусмотрен. Но при этом толщина протектора покрышки должна быть не менее 4 мм. Эльмаса Блакимова, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. В Симферополе открылась выставка «Крымско-татарская линия. Через прошлое к настоящему». В экспозиции более 50 работ воспитанников детских студий и взрослых художников. Вернисаж отображает культуру и традиции крымских татар. Картину оценила и наш корреспондент Севиля Миметова. Няль Алиева разглядывает картину Хайтарма. Ее художник Юсуф Абибулаев написал в 2018 году. Гости выставки отмечают, работа очень оригинальная и живая. В этой картине ты можешь заметить движение, ты можешь заметить сам танец. Ты смотришь на нее, и тебе кажется, будто все движется. Татьяна Ирлица на выставке «Крымско-татарская линия. Через прошлое к настоящему» представила 3 работы, одна из которых портрет девушки Нефизе. Как рассказала художница, на картине ее знакомая. Произведение начала писать еще в 2016 году. Образ для девушки выбирали всей командой. Это современное платье, но с таким традиционным немножечко уклоном. И тут тоже видно национальные символы: гранат, восточный кувшин, и она в феске, такая девушка в ожидании своего светлого будущего. Также экспозицию украсили художественные инсталляции, работы декоративно-прикладного искусства и картины с эпизодами трагической истории крымских татар. А это работа самой Анастасии Зынченко. На ней изображен портрет писателя Инана Алимова. Художница отображает трагическую судьбу художника, который собирался жениться, и у него были совершенно другие планы на жизнь. Но во время незаконного выселения крымских татар все изменилось. Здесь более 50 произведений, а это юных воспитанников из студий и уже опытных художников, среди которых Шевкет Кишвединов, Юсуф Абибулаев, Лиля Усиинова. Как отметила Анастасия Зынченко, куратор, цель проекта – популяризация национального творчества. Любят говорить «возродить». Культура, она есть, ее нужно поддерживать, ее нужно сохранять. И поэтому вперед, в будущее, и как бы к настоящему. И нужно жить настоящим, а не думать о том, что будет потом. Организаторы выставки уверены, каждый из гостей может прикоснуться к самобытному искусству и зарядиться позитивной энергией, излучаемой представленными работами. Вернисаж продлится до 14 декабря. Севиля Миметова, Рафаэль Вахидов, телеканал Миллет. В Симферополе наградили лауреатов 5-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы». В течение недели конкурсанты соревновались в 12 компетенциях по различным направлениям профессионального образования. Чемпионат проходил в 3 городах и собрал более 100 участников. Руслан Минаев побывал на чествовании победителей. В здании Совета министров награждают лауреатов и победителей регионального чемпионата WorldSkills. Элина Сейдометова – победитель в компетенции «Технология моды». Пошивом занимается уже 3 года. На соревновании ей нужно было сшить платье за 8 часов. Сама переживала и все. А так, вроде бы, не совсем тяжело было. 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» проходил неделю. За это время более 100 конкурсантов пробовали себя в 12 компетенциях. Победителям каждой вручили сертификаты на стажировку на предприятиях Крыма. Только покорение вершин и только вперед. Это для вас только старт. Для того, чтобы кто-то из вас в будущем стал руководителем крупного предприятия, собственного предприятия. В качестве конкурсных площадок организаторы выбрали 5 учебных заведений в 3 городах – Симферополе, Ялте и Евпатории.
Лучшим сварщиком по итогам чемпионата стал 16-летний Асан Хусайнов. Необычное ремесло выбрал не случайно. Асан признался, эта профессия передается в их семье из поколения в поколение. Брат сварщик, дядя сварщик. То есть ты уже сварщик династии, да, так сказать? Можно и так сказать. Помимо юных участников, в конкурсе соревновались и взрослые. Категория «Навыки мудрых» была представлена 3 компетенциями – сантехника и отопление, технология моды и хлебопечение. Победители каждой компетенции в составе сборной Крыма отправятся на всероссийские соревнования WorldSkills, которые пройдут в 2020 году в Кемеровской области. Руслан Минаев, Эльдар Заитов, телеканал «Милет». Это были самые важные, актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели.